Доброго времени суток, мои дорогие подписчики! Когда-то в селе Исит я прожила 4 года. И как вы уже знаете, этой осенью снова приехала сюда со своей семьей. Здесь особенно отличается жизнь, даже тем, что нет такси. А мне надо съездить в Нохорой к своим, и я жду транспорт. Увезти меня туда и обратно искренне согласился потомок ямщиков Филиппов Владимир Дмитриевич. Он один из потомков русских крестьян, переселившихся для ямской службы на Лену, которые вынесли все тяготы непростой жизни в неведомом для них суровом крае. Вот мой транспорт приехал. Здравствуйте! Здравствуйте. Нохорой? Нохорой? Ага, сейчас поедем. Сани маленькие. Да. Одного мне. Более 2,5 веков добросовестно и честно несли службу государевы ямщики на Лене. Они сыграли исключительную роль на судьбоносном этапе исторического развития Якутского края. Получилось так, что однажды вступившие на эту землю, да как велено было судьбой, так и остались навсегда. Жизнь ямщика была немыслима без лошади, и по сей день она спутник жизни и верный друг. Он запас котан норади? Раньше, да? Да. Ну, самый вас там не было. Самый первый. Во маслоцех-то. Вот вот. Якутская лошадь – одна из немногих и морозоустойчивых пород лошадей. Ее корни уходят далеко в прошлое. Аэродром. Аэродром. Исторические данные гласят, что такая порода существовала в 30-м тысячелетии до нашей эры. Якутская лошадь имеет уникальную способность переносить даже самые сильные морозы. Зимой на севере стрелка термометра опускается до минус 60 градусов, а в летнее время стоит изнуряющая жара. Якутской лошади под силу все. Приехали они вот в Архангельской губернии, мой прадед Дмитрий. А на родину предков не ездили? Нет, как-то не получилось туда не попасть. Ну, хотелось бы, наверное, не знаю. По-якутски говорите? А я хотел всегда был. Владимир Дмитриевич, расскажите про лошадь. Мне эта лошадь моего брата Гаврила Дмитриевича. У меня он уже лет 18. Мы вместе сено косили, все он косил, граблил, копно таскал. Нам хозяйство здорово помогал. Сейчас ему уже 29 лет, но все равно там ходит, на короткие расстояния. Вот до Нохороя можно съездить, до берега съездить можно. Так что это самый помощник у меня. Спасибо Гаврилу Дмитриевичу. А зовут его Ермак. Ну, знаете. Ну, я вообще-то с лошадью-то из детства. У меня отец был конюх, так что я на коне, наверное, как родился и до сих пор. Ну, вот с этим-то, конечно, мы друзья. Я без него сейчас никуда и не могу. Все я на нем делаю. Под дрова, лед,
сено, ну все, в хозяйстве все, что надо, все на нем. Нохорой находится в 3 километрах от Исити. Раньше там проживали около 25 семей. Была своя электростанция, ферма, баня. Сейчас там проживает всего 5 семей. Люди и по сей день ходят пешком в Исит на работу. Вот мы и приехали. Вот это единственная улица в местности Нохорой. Раньше называлась Нохоройская, а в 2016 году переименована в улицу братьев Максимовых, участников Великой Отечественной войны. Раja bu Baybarka elbetin geçer Şohabet Gavril Dmitrievich. Yali var bit, Rışka bit, Tırınım Ustalar bit, Bütülükler. Burayı sapan aşağıma terkene, kaygısı olur, bu bilimi de var, barısı var, bu barısı Baybot. Bilimi olur. Varıyor mu da? Kaham çalıyor, var kiha çalıyor, hayır, bağır tonu vadanı. Çaydan varın, içten varın, ziliyem. Kastın ölüm çalıyor. Вот мы и приехали. Да. Владимир Дмитриевич, спасибо большое за поездку. Ага, Обращайтесь. ага, спасибо большое. Бывает. Ага, Счастливо. ага, до свидания. До свидания. От всей души благодарю Владимира Дмитриевича за поездку. Была потрясающая поездка. Всем спасибо за просмотр. До встречи.